Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Превратить идею в успешный бизнес. Мы не только льготный регион, мы перспективный регион. Начать свое дело с необходимой поддержкой. Как Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям на всех этапах, узнаем у нашего корреспондента. Новые квартиры и инфраструктура. В данном объекте будет построена также мечеть, рассчитанная на 500 человек. В Северноводске началось строительство современного жилого комплекса. Взгляд в завтра. Центральной точкой экскурсии стал новый район имени Владимира Путина. В столице запустили новый туристический маршрут «Грозный будущего». Экономическая безопасность и развитие региона в фокусе внимания руководства республики. Рамзан Кадыров провел рабочее совещание, посвященное ключевому вопросу наращиванию налогового потенциала. Основной доклад о плановых показателях представил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Репортаж Рамзана Абуева. 45 миллиардов 325 миллионов налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет за 2025 год. Плановые показатели перевыполнены на 6 миллиардов 667 миллионов. По сравнению с 2024 рост составил 122%. Проводимая работа по наращиванию налогового потенциала – главная тема совещания Рамзана Кадырова. Руководство государством приоритетные задачи охватывают налог предприниматель условия создаватель бюрократии целый задачу Существенный вклад в создание рабочих мест и рост налоговых поступлений вносит реализация нацпроектов. В республике осуществляется 73 региональных проекта почти на 43 миллиарда, а на сумму свыше 27 миллиардов запланированы строительство, реконструкция и капитальный ремонт 161 объекта. Такие данные представил председатель правительства. Хватин планал сон, я миллиард 667 даже хилил задолженность. И задолженность на налоговость, на казначейство, с Минфино, главш Масара, Бог Бенцутяха, ищет результат. Это результат комплексной работы в рамках ваших поручений по погашению налоговой задолженности во все уровни бюджетной системы, снижению теневой экономики и увеличению налогооблагаемой базы. Совместно с налоговыми органами и главными распределителями бюджетных средств проведена работа по обеспечению уплаты в бюджет задолженности по налогу на имущество организации. Совещание Рамзан Ахмадович, совещание именно налог на имущество по информации налоговой службы, в республиканский бюджет дадил муниципалитет, дадил дешдол ахшнах миллиард 200 из 800 миллионов, это я истедал шахер задолженность автоматически хавец дион налоговой. Иш диона цедя юга поручение срочно погасить показатели по данному налогу перевыполнен на 286 миллионов рублей. Полностью дион главш диона еще и задолженность дион погасить на 106,5%. При общем снижении задолженности по всем видам налогов на сумму более 2 миллиардов рублей. У этого сейчас бухбина в налоговой задолженности на 2 миллиарда ваях на республике. В течение года проводилась работа по мониторингу выполнения рекомендуемой налоговой нагрузки по всем видам отраслей. В результате поступления по налогу на прибыль составили 2 миллиарда 724 миллиона рублей. С перевыполнением плана на 424 миллиона рублей. Динамика к уровню прошлого года 118,4%.
Данная работа будет продолжена и в текущем году. Рамзан Ахмадович, самый основной показатель он именно и налоговая нагрузка опцина, и налоговая нагрузка в всей России и шире отрасли лахар юквай хватины. Но на данный момент на федеральном уровне совещания уже дорожная карта идут, Рамзан Ахмадович. Судя Бог бирабу, средний статистические показатели по округу планировать дандина и дах движется. Он совещание чайна по округу масари лахар и нагрузка хилч плюс цайолчери нагрузка лахарю, цайолчери общий лахарю. Уже поручение из среднестатистический по СКФО несе бешду бин болхат аданчар алхамдулилlah сбилгал мадакар Рамзан шо дикбу он 6,724 миллиона рублей план хватит 424 миллиона даже сонах дешду сюда Бог бина. Важным источником налоговых доходов бюджета являются отчисления предпринимателей. В республике реализуется комплекс мер по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса и сокращению доли теневого сектора экономики. Малый, средний и предприниматели на 18% Рамзан Ахмадович по республике. И на данный момент 32 503. Самозанятых граждан 22% от еще. Еще Рамзан Ахмадович 156 369. Поступление в бюджет в виде налога по упрощенной системе налогообложения 3 миллиарда 701 миллион рублей. Динамика к прошлому году 128%. Всего на усвоение у нас 20 573 налогоплательщика. Рамзан Ахмадович, зим уточнит дал ордерсу. Усвоение главуш, в частности, мэрия города, мушу министр, чубахкина налогоплательщик Рамзан Ахмадович. Мы начинали со 100 миллионов рублей. На данный момент, Рамзан Ахмадович, 3 миллиарда 701 миллион рублей налоги лацар. Из-за бок агубуз. Шарабионы и 1 миллиард 701 миллион налог лакуэн. Диха до массаги дион. Иш ларбара. Он 20 тысяч дион. Хечин ачуэ на налогоплательщик. Из чего дик результат Рамзан Ахмадович. Чеченская республика достигла значительных успехов в сфере легализации трудовых отношений и снижения уровня теневой экономики. Важным инструментом в этой работе выступает межведомственная комиссия, деятельность которой направлена на вывод бизнеса в правовое поле. Рамзан Ахмадович, федеральный центр елил плана совещание на моссу таган четко моссу реоняха именно и теневой занятость населения саха учут яхбоч бьебалах бубатсауш цан безработица хулцан моссу пенсии хул моссу год хулцан юкметти олдион шаш и буабеш мет буабеш до алла и масиах дион процент баняха иштилш бол иша Рамзан жвает адан чера койт эзер соу ишт бел водион все по закону Бог беши дагвати новый. План на 2026 год. Если в 2025 году 13 тысяч, у нас план на 2026 год 23 тысячи. Рамзан Ахмадович, ишт Бог беш, иш узаконит побеш. Бывает хайхо эзер. Из-за почти 2 раза на Алмегарdoш духбуш. Войдем моссу дорожный кардуй по всем министерствам, по нацпроектам, по всем районам на мел население юха уэн мел дион балха вег уха уэн трудоспособное население балх еще мел уха уэн плюс дион тиновой занятость юха примерно дион приблизительно и цифры что уэ бабеш был бах Рамзан Ахмадович бу тай ко эзера куша дион балх так вот вешу и балх уэл дион шинтир дион отчисление шиш. Достижение установленного показателя будет обеспечено в рамках дорожной карты с распределением по исполнительным органам и муниципальным образованиям Чеченской Республики с ежеквартальным мониторингом. Уайгитсоц диона и ежеквартальный яшьяцер мониторинг. Уайга хинца с ежеквартальный мониторинг яш. И те бог в частности это направление Голиков курирует яши Рамзан Ахмадович. Уайдада аншара и коет эзерте цабоха бин численность алинер хинца 23 тысячи населения Рамзан Ахмадович. Сац уже кирчкячадин сюда запрошено. То бог бешду, но на данный момент цель харюк дион ван хаелю. 2026 объявлен годом горных районов и развития малого и среднего предпринимательства. В этой связи главная задача – максимально улучшить условия для бизнеса, поддержать инициативы и новые проекты, прежде всего в муниципалитетах Высокогорья.
Уважаемый Рамзан Ахматович, правительством совместно с органами местного самоуправления завершается работа по разработке плана мероприятий в рамках объявленного вами года горных районов развития малого и среднего предпринимательства. В ближайшее время мы приступим к реализации запланированных мероприятий. Программа социально-экономического развития горных территорий Чеченской Республики в 2026 году предусматривает общий объем инвестиций в экономику горных районов более 8 миллиардов рублей, из которых 2,5 миллиарда рублей – это бюджетные средства и 5 миллиардов 600 миллионов рублей – внебюджетные инвестиции. В текущем году планируется реализовать меры поддержки предпринимательства на общую сумму более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. По линии Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Министерства Чеченской Республики по туризму, Минпром и торговли, фонд имени шейха Заида. Это направление шкаха, именно это малый и средний бизнес, лилош был предприниматель шцара, поддержки в виде субсидий, грант шлушдиона, предусмотреть дина 1 200 миллионов ахшту. То же самое в Эдериге очуах долчердиона из-за предпринимателю и предпринимателя цуни грант ло субсидии ло из-за муэнмаха ардион через банк дало из диона перечисление ее моссу агвар моссу министерства предусмотреть дин дел дол ахча эц ахшна дион церга шаш бирбуал белометик бит ешье предприятие ла ху илахчун развивати итиз дион из Ларвовиз. С целью обеспечения сбалансированности бюджета Чеченской Республики финансовым блоком правительства ведется работа с Министерством финансов Российской Федерации по внесению изменения дополнительное соглашение в соглашение от 2014 года в связи с прямым счетом в части продления сроков предоставления бюджету Чеченской Республики дотаций на сбалансированность и в программу развития экономического налогового потенциала Чеченской Республики включением в нее новых инвестиционных проектов. Рамзан Ахматович, 2014 год соглашение за 23 миллиарда почти ахшдар кладион прямой счет из-за урезатин. Инца тиарин и десник прямой счет 7 миллиардов 400 миллионов рублей дуй. Цена инц кушала 2027 года срок даю шуцен. Но в категорически 7 миллиардов 14 миллионов из создает ищет, а поручение из Москвы ванчена сила анонс дион насчет этого камелдина суодиона марте уже вопрос обсудить до доллару ала шизам кадочников на поручение ла Рамзан Ахматович в мелла кел новый инвестиционный проект وي налоговой баз халиволш белгметкш моссуки пардон программ юх минфин гайтеш. Правительством будет продолжена работа по решению проблемных вопросов социально-экономического развития республики в исполнении всех поставленных вами задач. Каждый чунша дадьеза кушду, му дадьеза дючду, хюшду, а те якнил задач под садни кепардон имел дакки числош дала имел якидиона процент шла долларду ديردو نابورات ديون هيتسل سان ديون سونخ دين حون حلقة يحكيش خيطر دوت قدر الملعاتي كزداش وقوتش يردون ديريز. Рамзан Кадыров поручил профильным ведомствам сохранить набранную динамику и обеспечить дальнейший рост экономических показателей. Главной стратегической целью остается неизменно обеспечение благополучия жителей. Поручение обеспечить своевременную и полную оплату налогов, продолжить работу по созданию рабочих мест, оформлению работников, обеспечить регистрацию недвижимости, установить правильную кадастровую стоимость, оказывать содействие, поддержку предпринимателям. Поручение чудесным, что шкочи, доктор, что вы не выполнили, дендестом, где масса шадводы, что мы регистрации полный, что налоговый, что он, что белометрикой, что он, духай, Активно привлекаются инвестиции во все отрасли экономики и формируется благоприятный инвестиционный климат. Это позволяет создавать новые производственные мощности и обеспечивать стабильный приток доходов в бюджет, что в конечном итоге способствует укреплению финансовой самодостаточности региона. Что касается налоговых преференций, в регионе установлены минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения – 1% с дохода. Это в том числе стимулирует предпринимателей легализовать бизнес и официально оформлять сотрудников. Рамзан Абуев, Мусар Хаджиев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика.
Бизнес-климат в республике становится все привлекательнее. Консультации по праву и налогам, помощь в получении гранта, защита интересов. И это лишь часть их работы. В республике активно продолжает работать Центр «Мой бизнес», ключевой элемент поддержки предпринимателей в регионе. Здесь сопровождают на всех этапах, от разработки идеи до выхода на новые рынки. Как работает эта комплексная система пошаговой помощи и реальные истории успеха в сюжете Мадины Кураевой. Аюбхан Саидов занимается туристической деятельностью более 15 лет. В 2015 году официально открыл туристическое агентство, а уже в 2016 свою первую гостиницу в Грозном. Спустя несколько лет бизнес начал активно развиваться, и он открыл еще 2. Через Центр «Мой бизнес» Аюбхан получил доступ к мерам поддержки субъектов малого и среднего предприятия, консультацию по ведению бизнеса, сопровождение по бухгалтерским и юридическим вопросам. Начинающим предпринимателям у нас здесь я пожелал бы сначала пройти практику, не просто знать теорию, там какой-то иметь документ об образовании, а действительно пройти практику на работающих, действующих объектах, чтобы понять все плюсы и минусы, и чтобы понять, потянешь ты это или нет. Самые шикарные условия в нашей республике. Мы не только льготный регион, мы и перспективный регион. Очень много ниш, которых свободны, где можно людям начать свой стартап и, соответственно, подниматься постепенно. Бизнес Аюбхана – это не только гостиница и туризм. Своим клиентам он предлагает и другие услуги, такие как сувенирная продукция от мастеров республики, а также натуральный мед от местных производителей. Таким образом, предприниматель поддерживает и развитие смежных направлений малого бизнеса. Любой, предприниматель, он постоянно масштабируется или должен масштабироваться, у него какая-то цель должна быть. У нас тоже есть цель, масштабироваться, расти, открывать новые объекты и, соответственно, дополнительные рабочие места создавать. Центр «Мой бизнес» работает по принципу одного окна. Предпринимателям здесь помогают с регистрацией бизнеса, обучением, подготовкой документов для получения субсидий и льготного финансирования, а также с продвижением товаров. На сегодняшний день в Центре «Мой бизнес» функционируют следующие подразделения. Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, офисный бизнес-инкубатор, учебный центр, региональный центр инжиниринга, Центр народно-художественных промыслов и фабрика процессов. Консультационные услуги, услуги по юридическому, финансовому и информационному сопровождению, а также предоставляет возможность бесплатно пройти краткосрочное обучение по различным образовательным программам. Системная поддержка, сопровождение на всех этапах, а выгодная налоговая ставка всего в 1% делают регион привлекательной площадкой для предпринимательства. «Мой бизнес» помогает начать свое дело и уверенно масштабировать его. Превращает частные инициативы в точки роста экономики субъекта. За прошедший год Центр оказал более 6 тысяч услуг и создал 245 рабочих мест. А в 2026 году Центр «Мой бизнес» планирует провести семинары и тренинги в горных и районах республики, чтобы полезные знания и поддержка были доступны предпринимателям даже в самых отдаленных территориях. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Вопросы укрепления межнационального согласия и поддержки культурного многообразия обсудили сегодня в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации. Встреча была посвящена планам совместной работы и ключевым проектам на ближайшую перспективу. Слово Турпал Тайсумову. Встречи с руководителями национально-культурных центров и автономии нашего региона – это шаг к реализации больших мероприятий с участием разных народов субъекта. Их проведение направлено на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Об этом рассказал заместитель министра региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джабраил Абдулвакапов. В 2025 году нами в республике, в целом всеми нами проведено свыше 7,5 тысяч мероприятий, что на около 2000 мероприятий больше, чем за аналогичный период. Это мероприятие по укреплению общероссийской гражданской идентичности и свыше 3000 мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Чеченской Республики. И ваша роль как лидеров национальных культурных центров и автономии крайне важна в этом деле.
И мы очередной раз призываем вас, чтобы в этот год вами проводилось больше мероприятий. В тех местах, где вы проживаете, вы можете в школы, в разные организации устраивать встречи, звать к себе гостей. Нас в том числе мы тоже будем сейчас с УРГО приезжать к вам чаще в этом году. 2026 объявлен президентом страны годом единства народов Российской Федерации. Поэтому организация тех или иных торжеств особенно актуальна и не менее важна. В этом направлении по этому вопросу есть несколько у нас проектов, несколько идей. Мы хотим как-то больше мероприятий в этом направлении провести. И нашей общественной организации было сделано предложение, что попробовать как один из важных инструментов межнационального единства проводить больше спортивных мероприятий по между национальностями. Министерством по нацполитике всегда проводилось различные турниры по футболу, Кубок нации. Поэтому мы предложили, у нас есть условия, приглашаем. Кроме того, на повестке был рассмотрен вопрос о разъяснении населению Чеченской Республики важности их участия в предстоящих выборах, которые состоятся осенью этого года. Торпал Алита Исумов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Грозный укрепляет свой промышленный потенциал. На стадии завершения очередной масштабный проект, который закроет потребности отрасли на Северном Кавказе. Завод «Стеклострой» в особой экономической зоне готовится к запуску. Это сотни рабочих мест и продукции, которая раньше завозилась из других регионов. Подробнее о том, что будет производить предприятие и как это повлияет на экономику региона, в нашем следующем сюжете. Особая экономическая зона промышленного типа «Грозный» создана в 2019 году. Такая крупная площадка единственная на Северном Кавказе, созданная по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Она раскинулась на территории столицы региона на более 250 гектаров. Здесь имеются все условия для развития различных отраслей индустрии. На сегодняшний день статус резидента получили 10 предприятий. Одно из них – завод «Стеклострой», специализирующийся по закалке стекла и изготовлению стеклопакетов, уже на стадии завершения. Потребление стекла в строительстве только увеличивается. Спрос на качественную стеклопродукцию в целом в стране опережают производственные возможности функционирующих заводов. Поэтому современные тенденции развития этой индустрии связаны со строительством новых высокотехнологичных заводов, одним из которых, иншаллах, будет наш завод «Стеклострой». Планируем начать производить продукцию уже в мае этого года. Раскрой, закалка, триплекс, стеклопакеты с инертным газом, обработка, кромки, стемалит – все под одной крышей. Это будет первое в Чеченской Республике предприятие, работающее в формате полного цикла обработки стекла. Площадь комплекса 5000 квадратных метров. Все оборудование уже на месте, в том числе и печь для закалывания стекла. Оборудование рассчитано на листы длиной до 6 метров и высотой почти 3. В процессе работы стекло будут нагревать до 700 градусов и резко охлаждать. Так прочность увеличится в 10 раз. Ключевая особенность будущего производства – выпуск стекла формата джамбо. Такие крупногабаритные конструкции востребованы в современном строительстве, особенно при панорамном остеклении жилых и общественных зданий. Все закупленное оборудование, которое будет использоваться при производстве, исключительно высокого качества. Это вертикальный обрабатывающий центр производства Италия, один из самых современнейших. Представляет собой профессиональное промышленное оборудование с числовым программным управлением, предназначено для обработки кромок, полировки, фрезерования, горных и прямоугольных струн. Ход реализации проекта осмотрел и мэр столицы. Хасмагомед Кадыров подчеркнул стратегическую значимость нового предприятия для развития строительной отрасли Грозного и республики в целом. Этот завод нам даст рабочие места, и все стекло, которое будет у нас в республике, необходимо вот здесь будет производиться. Поэтому чем раньше, тем лучше нужно запускать. И цвета у нас, конечно, домов разные. Любой цвет, чтобы инвестор мог у нас заказать. Это все у нас есть.
Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал текущего года. Это позволит обеспечить строительный рынок Грозного и республики качественной стеклопродукцией собственного производства. Немаловажно, что завод стеклостроя – это и новые рабочие места, а также расширение промышленной линейки региона и вклад в развитие экономики страны. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. Город, известный своими лечебными источниками, растет и хорошеет. В Серноводске развернулась масштабная жилищная программа. Стартовало строительство сразу нескольких современных жилых комплексов. Проект обещает городу не только современное жилье, но и обновленную социальную инфраструктуру. Со строительной площадки Рабиат Гайтиева. Развитие малых городов остается одним из ключевых приоритетов республики. Здесь создается новая городская среда, современная, комфортная и доступная. Яркий пример таких преобразований – Серноводская, который совсем недавно получил статус города. Сегодня в муниципалитете реализуется сразу несколько крупных проектов. Один из них – многофункциональный жилой комплекс «Тиналла». Первый дом начали строить. Провели геологию, работу сделали, 504 сваи под дом, фундаментную плиту залили, техподполье сделали, юхостены первого этажа залили. И сейчас в данный момент работа ведется по устройству плиты перекрытия первого этажа. Комплекс рассчитан на 504 квартиры и включает 4 дома высотой от 12 до 15 этажей с панорамным остекленением, собственной парковочной зоной и всей необходимой инфраструктурой. Строительство одного дома уже началось. Завершены все подземные и подготовительные работы. В рамках развития инфраструктуры этого района на данном объекте будет построена также мечеть, рассчитанная на 500 человек, что позволит вместить в себя всех верующих. Параллельно в другой части города формируется новый современный микрорайон. Его центром станет жилой комплекс «Аристократ», вокруг которого будет развиваться своя социальная и городская инфраструктура. В течение месяца-двух мы планируем перегородки, стены и фасад. И да, его решил. Один микрорайон хотел, чтобы в будущем первый дом был. В будущем окады стенки я не буду цену шарду, окатину шарду, парк Рюкуза, междик, школа. Так, шаг за шагом Серноводская обретает новый облик и уверенно движется в будущее. Рабиат Гайтиева, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. Грозный продолжает удивлять туристов. Если раньше гостей везли в горы, к древним башням и в новые мечети, то теперь предлагают заглянуть в завтрашний день города. Новое слово в туризме – увидеть город таким, каким он станет. Это попытка показать инвестиционный и градостроительный потенциал региона уже сегодня. В Грозном тестируют необычный маршрут «Грозный будущего». Это прогулка по районам, которые строятся, или по тем, что стали символом нового облика столицы. Что видят туристы и зачем это нужно городу, расскажет Лимда Джамалдинова. Маршрут «Грозный будущего» создан для того, чтобы наглядно показать, как сегодня развивается столица республики и какие изменения формируют ее облик уже сейчас. Проект демонстрирует Грозный как современный, динамично развивающийся и комфортный для жизни город, где большое внимание уделяется архитектуре, благоустройству и качеству. Центральной точкой экскурсии стал новый район имени Владимира Путина. Масштабный градостроительный проект, который сегодня считается одним из ключевых в республике. На первой линии района сформировались жилые кварталы нового формата. По словам организаторов, маршрут разрабатывался с учетом интересов разных аудиторий. Он рассчитан не только на туристов, но и на инвесторов, которые рассматривают Грозный как площадку для реализации новых проектов. Кто хочет вложиться в регионе, а это достаточно частый запрос со стороны наших гостей. Они видят, как динамично развивается сама столица, как преображается город, и каждый
изъявляет желание, интересуется ценовой политикой, и в целом, что будет представлено в этом районе. И мы решили дать им такую возможность сделать экскурсию уже с посещением именно этих локаций. Программа тура построена по принципу последовательного погружения от общей концепции развития до реальных объектов городской застройки. Экскурсия начинается со встречи участников в офисе, где проходит знакомство и интерактивная презентация с визуализацией будущего района, после чего Участники выезжают на площадку застройки, осматривают объекты и совершают прогулку по новому будущему пешеходному бульвару, который станет одной из ключевых общественных зон района. Протяженность нового бульвара составляет 1,5 километра. Вдоль улицы возводятся дома от 10 этажей и выше. Особое внимание уделяется общественным пространствам. Именно они по замыслу архитектора формируют комфортную городскую среду и качество жизни. Маршрут завершается вечерней экскурсией по бульвару Махмуда Эсамбаева, одному из центральных общественных пространств Грозного, которое давно излюбленное место жителей и гостей региона. Экскурсия «Грозный будущего» уже стала частью комплексной работы по развитию туристического и инвестиционного потенциала столицы республики. Ожидается, что новый маршрут расширит экскурсионные программы и будет способствовать привлечению новых инвестиций в городскую инфраструктуру. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.